Селям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Амбиции в сочетании с высоким профессионализмом и талантом творят чудеса. Именно сегодня, дорогие друзья, вы увидите концерт группы Gypsy Lyre. Селям алейкум. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Я рада приветствовать вас у нас в гостях и меня у вас в гостях. Очень приятно. Что чувствуете перед концертом? Я волнуюсь. Хочется сыграть, чтобы все получилось. Звук, чтобы был отличный. Настроение, чтобы Архан улыбался. Саша и так улыбается всегда. Вот, чтобы наших звезд приглашенных все нравилось, чтобы люди воспринимали на ура. Ну вот атмосфера, мы ее создадим однозначно, все будет классно, но волнение все равно присутствует. Всегда есть волнение, без него у меня не бывает. Вот я еще не нашел тех инструментов, которые снимают полностью волнение. Так что, вот Саша есть, он медитирует. На меня не работает. Мне кажется, когда человек ничего не чувствует перед выступлением, у него уже нет роста. Мне так кажется. А вот мне интересно, Архан что скажет по этому поводу? Я переживаю за саундчек, потому что у меня сегодня будет расширенный сетап немножко, так инструменты такие взял очень, которые сложно вызвучить, и поэтому, я думаю, будет сложная настройка звука. За это переживаю, чтобы все прозвучало, все нюансы, все мелочи, будет большой сетап. Вот. А то, что будет все хорошо дальше, то есть если будет звук хороший, то музыкант слышит себя, все хорошо. Кстати, да, то есть очень много зависит от того, слышим ли, вот, допустим, бывает иногда на концерте, что я ударяю в инструмент, а ощущение, как будто я бью в подушку. То есть я не слышу инструмента, и это, не знаю, в чем проблема. Бывают проблемы в звукорежиссере, бывают проблемы с оборудованием, но вот я переживаю, чтобы сегодня такого не было, чтобы все слышали, и тогда будет все good.
Ген, у меня, кстати, отвлекающий к тебе вопрос. Как-то ты мне спросил, что для тебя свобода? Вот у меня встречный к тебе вопрос, что такое свобода для тебя? Ну, свобода – это понятие глобальное. Она бывает личная, бывает на уровне государства, социума. Вот есть музыкальная свобода. Вот. А свобода – это возможность выбора. Возможность выбора. Мы постоянно выбираем что-то, да? В одну сторону пойти, в другую сторону. В музыкальном смысле выбираем то или иное. Порой этот выбор предопределен, а порой мы его делаем осознанно. Я могу сказать в сравнении. Допустим, просто вот есть джаз. Это музыка свободных людей, да, то есть более как бы открытая. Есть поп-музыка, в которой есть определенные правила там, игры, исполнения, которые немножко ограничивают свободу. То есть в этом плане вот что... То есть игра по правилам – это уже ограниченная свобода. Да, то есть так. Но абсолютной свободы, наверное, не бывает. Ну, в музыке это... Есть авангард. Авангард, да, наверное, да. И играй, что хочешь. И всем будет все нравиться. Ну вот с этим вопрос, конечно. Ну, я как бы не играл авангард, я могу ошибаться, но на первое впечатление, когда я впервые услышал авангард, я подумал, ну, это было очень давно, я могу ошибаться опять-таки, но мне показалось, что так можно играть все, что хочешь, и это будет авангард.
вопрос к тебе, Ген. Ты с юношества начал увлекаться музыкой именно в плане написания композиции. И вот мне интересно, что тебя тогда вдохновляло? У меня был принцип в занятиях, который он до сих пор сохранился. Чтобы выучить что-то, нужно сочинить на эту тему самому. То есть я брал этюды какие-то и пересматривал и сочинял свои. Соответственно, я развивался как композитор, ну, в каком-то еще маленьком смысле, а потом, может быть, и чуть это умение вырастало. И когда человек что-то сочиняет сам, оно становится именно его личным обладанием и запоминается намного лучше, чем когда ты чужой текст заучиваешь, потому что это все равно чужой текст. Ну, а когда ты принцип понимаешь, что происходит, и на этом принципе строишь что-то свое, это запоминается уже на всю жизнь, и ты уже из этих принципов можешь строить другие композиции и так далее. Ну, это как бы язык, слова, предложения. До сих пор придерживаешься этих принципов? Да, это как бы основа моего восприятия музыки. Первая любовь? Нет, сначала это была любовь к гитаре. Просто гитара, которая затмила все, и ты через гитару начинаешь познавать музыку, да? Ну, соответственно, и увлечение, все приходящее. Друзья, как происходит творческий поиск? Может быть, есть какие-то приемы или обряды перед написанием музыки, например, или перед репетицией?
Ну, музыку пишет Гена, поэтому... Кофе. как, ну, Кофе обязательный обряд. Кофе у крымских татар очень Да? важный обряд. Ну, что вдохновляет, да, другими словами можно сказать. Может, кто-то настраивается как-то по-особенному. Вот я была, например, один раз на конкурсе, и один очень известный актер и певец, он тоже участвовал в этом конкурсе, он просто ни с кем не разговаривал до начала концерта, до своего номера, вообще ни с кем не разговаривал. Это был его такой особый ритуал погружения в песню. Ну, это может, да, концентрация, сохранение энергии, потому что когда мы говорим, мы тратим энергию. И многие музыканты, солисты, они такие более закрытые перед концертами, сами в себе готовятся, там находятся в погружении в себя. Это просто логично, наверное, потому что если ты начинаешь раздавать перед концертом, тебе уже не хватит на сам концерт. А ритуал, ну, музыку слушаем, другую музыку, других людей. Ну, еще я хотел бы добавить, что иногда, то есть то, что мы слушаем музыку, это очень помогает нам, но еще является немаловажным как бы аспектом в сочинении вот то, что мы в жизни видим, чувствуем, слышим, ощущаем. Допустим, та же природа. Путешествие очень хорошо Путешествие. вдохновляет, О, да. да. То есть Да, это тоже особенно, если очень оно удачное. хорошо как бы влияет на сочинение. Вот я был в Индии, и там на каждом канале, ну, как у нас у Т1 канал, допустим, ну, и фольклорная музыка, а у них это практически каждый канал фольклорный. То есть ты включаешь там ситар, и ты уже наслушиваешься этого пения, ты уже приезжаешь домой, начинаешь наигрывать, эти мотивы в тебя вошли, и они где-то проявляются уже в творчестве. Хочется какую-то индийскую песню написать, допустим. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плає, тьохну пісню соловей загає. Сюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку, тихому куточку, жде дівчина, жде. Йшла вона в садок повз осокори, задивилась на високі гори, де з беріз спадають чисті роси, цвіт калини приколола в коси. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчаря в садочку,
садочку, в тихому куточку жде дівчина, жде. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчаря садочку, в тихому куточку жде дівчина, жде. Жде дівчина, жде. Жде дівчина, жде. Что нам еще от вас ждать? Каких-то еще больших побед и концертов? Ну, я думаю, альбом мы запишем. Следующий концерт будет приурочен уже к записи нового альбома. Ну, а там однозначно будут еще какие-то концерты. Но вот важно, я думаю, это будет запись следующего альбома, этап моей жизни, нашей жизни. Я вам желаю удачи сегодня, чтобы вы собрались и сделали все, как вы репетировали. И мне было очень сегодня с вами приятно пообщаться. Увидимся Спасибо. на концерте. Взаимно. Очень Спасибо. приятно. А это была программа Jungle Studio. Слушайте хорошую музыку. Оставайтесь на телеканале АТР.